и председатель Верховного Совета Владимир Николаевич Штыгашин. Кадра 12 апреля так выглядела практически вся Хакасия. Почти 40 населенных пунктов огонь взял в свой обжигающий плен. Горела, кажется, даже земля. Оцепенев от ужаса, люди смотрели, как в пепел превращаются не дома, их прошлая жизнь. Дня должна начаться расчистка, и в течение нескольких дней готова должна быть техдокументация. Через 1,5 недели приступить к строительству. В первые же сутки в Хакасию потянулись грузовые колонны с гуманитарной помощью. На огненную беду откликнулась вся Россия. На подмогу прибыли спасатели из Иваново, Железногорска, Красноярского края и Кемеровской области. Завершить восстановительные работы к 1 сентября. С тем, чтобы у людей к зиме уже была крыша над головой, чтобы дети в школу могли пойти. И срок этот прошу выдержать. Самая масштабная за всю историю Хакасии стройка началась. Почти 1500 домов предстояло отстроить заново. На все про все 4 месяца. Некоторые скептики сомневались, что это вообще возможно. Но все же больше было тех, кто верил. За считанные месяцы республика вновь расправит крылья. Нужно же людям верить, надеяться на что-то. Жизнь же не кончилась, нужно жить, продолжать. Мы вообще-то полны надеждами, да, верим в правительство наше, что Я тоже верю. нам помогут. Вот. Но мы надеемся и вообще убеждены даже в этом, что помогут. Самое главное, дом будет дом, кровать, все это будет. А дальше потихоньку, может, справимся сами. Качество прежде всего, в любом случае, особенно первоначальная работа, то есть это фундаменты, цоколя. Подключение воды будет на домах, значит, холодная вода, в домах самих бойлер, котлы твердое топливо, ну и все будет, ванна, туалет, полное благоустройство. Нищетосборные капитальные сидит кирпич, железобетон. Для домов материалы выбирали теплые, долговечные, негорючие. Строители набрали колоссальный темп, и через 2 месяца после пожаров было, что показать президенту страны. Я думаю, что будем жить. Спасибо большое. Сын у меня едет в Крым. Бесплатное питание в школе. Дочь у меня бесплатно посещает детский сад. Ну, не только у меня, да. Но было организовано настолько все командой, мне кажется, да, гуманитарная помощь. То есть индивидуально прямо такое отношение человеческое всей команды, всего и района, и республики. Ну, я думала,
Строители свое слово сдержали. Ключи от новых домов погорельцы начали получать уже в августе. Строители молодцы, строят, работают, трудятся. Здоровье огромное вообще и людям, и строителям. Очень молодцы. И правительству очень большое спасибо, конечно, за то, что не отвернулись от нас, от людей, от простых. Подумаешь, что вот действительно не верится, что нам вот делают дома, сделали уже. И помогали все хорошо. Воду подсоединили, чего у нас в домах не было никогда. Все шикарно сделали, конечно. Спасибо Виктору Михайловичу Зимину, что выбил для нас это все. Так бы остались на улице жить. Благодарны ему очень. Молодцы мужики. Все строят, все помогают, стараются. Нам тоже очень хорошо. Хоть дом свой будет опять. После того, как сгорели. Сегодня в этом зале мы чествуем настоящих героев строительной отрасли. Дорогие друзья, мы поздравляем вас с вашим профессиональным праздником. В эти непростые для нашей республики дни вы пришли на помощь, вы откликнулись, и вам благодарны тысячи жителей нашей республики. Спасибо вам огромное за это. Этот 2015 год стал совсем непростым для строительной отрасли. Все вы
рабочие и инженерно-технический персонал, проектировщики и каменщики, сметчики и бетонщики, электрики и отделочники, сварщики и плотники, кровельщики и сантехники. Все вы, без исключения, выполнили труднейшую задачу. Именно вы построили более 1000 домов людям, потерявшим все во время страшнейшего пожара в апреле. Ваша сила духа, ваше упорство, ваша самоотверженность, доверие и любовь к родной земле – залог стабильности и строительной отрасли и экономики нашей любимой республики. С праздником вас, строители-созидатели! Вы – те люди, без которых невозможно представить нашу жизнь. Для поздравления и церемонии награждения на сцену приглашается глава Республики Хакасия, председатель правительства Республики Хакасия Виктор Михайлович Зимин. Добрый день, дорогие друзья. Давно я так не волновался за почти 7 лет. С чувством огромного уважения и благодарности сегодня рад поздравить вас с 2 замечательными праздниками. Днем народного единства, который накануне отметила вся Россия, и с Днем строителя. Долго ждали этот день, праздновать его, чтобы в республике. Именно вот по этому поводу мы здесь сегодня собрались почти через 3 месяца после официальной праздничной даты. На то были веские причины. Но все-таки символично, что на этот раз празднование Дня строителя у нас совпало с Днем народного единства. Потому что только вместе мы смогли в столь короткие сроки преодолеть последствия тяжелого испытания, с которым столкнулась республика и ее жители. Это еще один наглядный пример, что когда мы едины, мы можем свернуть горы. Вот так все вместе мы строили Хакасию. Республика не осталась один на один со своей бедой, мы постоянно ощущали помощь и поддержку неравнодушных граждан, представителей бизнеса, от наших соседей из сибирских регионов и разных уголков России, Белоруссии. И, конечно, от федерального центра, лично от президента страны, премьер-министра, его заместителей, от полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе, от Министерства строительства, МЧС, Министерства обороны и от всего правительства России. Низкий поклон от жителей республики за эту колоссальную поддержку. Коллеги, поверьте, не меньше вас ждал сегодняшнего торжественного мероприятия, чтобы сказать всем вам, всем представителям этой важной профессии, спасибо за очень нужный созидательный труд. Чтобы лично выразить слова глубокой признательности всем строителям, принимавшим участие в ликвидации последствий апрельских природных пожаров и в строительстве новых домов для пострадавших жителей Хакасии. Помню нашу первую встречу в апреле в ХТИ, когда мы вступали в эту большую стройку. Честно всем говорил, как тяжело будет стартовать на своих ресурсов, с чистого листа. Как строитель прекрасно понимая, что для многих это был риск. И я искренне благодарен всем, кто поставил плечо республики и пришел на помощь нашим жителям. Кто-то из подрядчиков в процессе сошел с дистанции, уступил место другим. Все равно всем спасибо. Это действительно была
беспрецедентная задача и по масштабам работы, и по срокам их выполнения. Только 3 раза менялось постановление правительства Российской Федерации. При этом большая часть граждан вынуждена была пройти через суды, что в свою очередь еще больше сжимало сроки. Но мы просто обязаны были пройти через это и использовать шанс построить современное капитальное жилье, которое будет служить нескольким поколениям жителей республики. Важно было обеспечить крыши над головой, создать нормальные условия нашим многодетным семьям, решить многие давние вопросы, обеспечив строящиеся микрорайоны водой, другой необходимой инфраструктурой. Эта работа будет продолжена. Мы сознательно выбрали для себя такой более сложный путь, но он был самым правильным. Все это потребовало, особой концентрации сил и ресурсов, поиска и принятия волевых нестандартных решений. На стройплощадках, на штабах зачастую звучала резкая тональность. Приходилось и догонять, и исправлять. То, что осталось сделать сейчас, это уже такие небольшие штрихи. Основные задачи выполнены. И сегодня хороший повод поблагодарить всех плотников, бетонщиков, каменщиков, кровельщиков, отделочников и всех рабочих и руководителей, кто внес свой личный вклад в это благое дело. Персонально благодарю региональный штаб. Андрей Александрович, сегодня ваш бенефис с руководителем этого штаба Андреем Александровичем Новоселовым, министра строительства Новикова Сергея Николаевича. Сегодня не стыдно хвалить чиновников, руководителей министерств и ведомств республики и все ваши коллективы. Это я обращаюсь сейчас к своей команде, которая забыла, что такое или тот труд, за который они конкретно отвечают, главам районов. Все пошли строить. Огромную работу провели главы муниципальных образований и поселковых советов. Неоценимая роль Верховного суда Республики Хакасия и всех работников судебной системы. Без вашего каждодневного труда нам бы было крайне сложно добиться полученного результата. И, как правило, наверное, 99,9% решения судов были в пользу граждан республики. Спасибо за патриотизм всем строителям Хакасии. Отдельные слова признательности нашим соседям и коллегам из братского Красноярского края. Я бы хотел здесь, чтобы звучали аплодисменты. Можно? Которые первыми пришли на помощь и с честью отстроили одну из наиболее пострадавших территорий в Ужинском районе. С новыми школами, ФАПами, с прекрасными домами, в которых поселилось счастье. Правда. Дорогие друзья, пусть счастье придет в каждый дом. Пусть оно всегда сопровождает вас и ваши семьи. Перед строительной отраслью сегодня стоит много других важных задач, в том числе завершение строительства знаковых для республики объектов, нового хирургического корпуса, музейно-культурного комплекса, современного военного городка, лучшего в России, продолжение строительства перинатального центра, и это не считая роста объемов жилищного строительства. Строителям работы хватит на всех, успехов, здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне. Долгих лет жизни, жизненных сил, тепла и заботы ветеранам отрасли, которые оставили славный след в истории Хакасии. Вы подготовили достойную смену, которая по плечу самые сложные задачи. И мы в этом убедились. С праздником, дорогие друзья! Поздравляю всех строителя! Ну а сейчас позвольте выполнить приятную и почетную миссию. Орденом за заслуги перед Хакасией награждается председатель правления общества с ограниченной ответственностью «Монолит Холдинг» Разим Магарамович Абасов, город Красноярск.
общества с ограниченной ответственностью «Механизированная колонна номер 8» Матвей Алиханович Дреев. Награждается директор общества с ограниченной ответственностью СП-19 Алексей Валерьевич Манжула. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия Сергей Николаевич Новиков. Награждается заместитель главы Республики Хакасия, председателя правительства Республики Хакасия Андрей Александрович Новоселов. Дорогие друзья, я не случайно сказал, что Андрей Александрович сегодня бенефис. Уже не является секретом, да? Андрей Александрович у нас уходит на другую территорию работать, первым заместителем губернатора Омской области. Я бы хотел, чтобы сегодня все ему сказали спасибо. Я прежде всего хочу, Андрей, поблагодарить тебя за тот многолетний труд на благо жителей республики, в целом республики. Ты достойно выполнял эту функцию и руководя Хакасэнерго и работая в должности заместителя главы Республики Хакасия. И крайне большое дело, которое ты сделал, мы с тобой вместе участвовали в восстановлении Саяно-Шахунской ГЭС. И сегодня, тот день, когда сегодня говорю тебе спасибо за не менее важную, наверное, выполненную задачу на благо жителей республики. Тебе удачи, спасибо. Награждается генеральный директор ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» Константин Юрьевич Петухов. Награждается генеральный директор акционерного общества ОСК «Новый город» Евгений Станиславович Сысойков, город Красноярск. В овациях искупаем орденоносцев за заслуги перед Хакасией. Высшая награда нашей республики. Ну а сейчас, дорогие друзья, мы приглашаем на сцену заслуживших медаль «Трудовая доблесть Хакасия». Давайте аплодисментами встретим этих людей, которые заслуженно получают эту высокую награду.
Медаль трудовой доблесть Хакасии вручается поистине настоящим героям, труженикам, тем людям, которые никогда не останутся в стороне, которые всегда готовы прийти на помощь, на выручку нашей республике. Встречаем этих людей аплодисментами. Медалью «Трудовая доблесть Хакасии» награждается Полина Семеновна Байкалова, Сибюкстрой. Михаил Андреевич Борисов, Стальконструкция. Владимир Геннадьевич Вяткин, Минстрой Хакасия. Анатолий Потапович Глазырь, ООО «Гарантия». Александр Викторович Гриднев, администрация главы Республики Хакасия. Виктор Давыдович Каиль, МРСК Сибири. Анатолий Константинович Хайнаков, Абаканская строительная компания. Анатолий Федорович Кокухин, ООО «Авик». Светлана Александровна Ломакина, ООО «Промстрой». Валерий Владимирович Манжула, ООО «ПМИК Манжула». Анатолий Никифорович Метелкин, ООО СП-19. Галина Николаевна Рыхтерова, Управление капитального строительства. Евгений Николаевич Скляров, МРСК Сибири. Валерий Иванович Скоротенко, ООО СП-19. Василий Николаевич Хамин, МЖФ города Абакана. Общее фото, дорогие друзья, эти аплодисменты. Ну и давайте крупными аплодисментами проводим наших награжденных со сцены. Мы приглашаем на сцену заслуживших почетное звание «Заслуженный строитель Республики Хакасия». Друзья, аплодируем заслуженным строителям Хакасии. Это почетное звание заслужили люди, которые поднимаются на сцену, заслужили своим трудом, своей преданностью республике, заслужили благодаря своей столь нужной работе. Звание «Заслуженный строитель Республики Хакасия» присуждается Надежде Михайловне Барановой, ООО «Промстрой». Игорь Игоревич Барашков, ООО «Сибюкстрой». Геннадий Дмитриевич Бычков, МЖФ города Абакана. Владимир Владимирович Камаев, ООО СП-19. Сергей Петрович Косов, МЖФ города Абакана.
Надежда Владимировна Сурикова, МЖФ города Абакан. Александр Петрович Шершнев, ООО «Абаканская строительная компания». Заслуженные строители Республики Хакасия. Ура! Мы приглашаем на сцену заслуживших почетную грамоту Республики Хакасия. Почетная грамота Республики Хакасия вручается не каждому в строительной отрасли. Эту награду нужно заслужить и доказать, что именно ты вносишь вклад в развитие строительной отрасли нашей республики. Сегодня к нам на сцену поднимаются не случайные люди, а именно те, кому каждый житель Хакасии говорит спасибо. Так давайте искупаем этих людей в овациях, которые они действительно заслужили. Почетной грамотой Республики Хакасия награждается Эльчин Азизов, ООО «СК Лидер», город Красноярск. Марина Александровна Анисимова, ООО «НБС Сибирь». Валентина Егоровна Балтыжакова, МЖФ города Абакана. Александр Владимирович Баранов, ООО «Промстрой». Анатолий Анатольевич Безлепкин, Минстрой Хакасии. Ольга Геннадьевна Валуева, Минстрой Хакасии. Вадим Валерьевич Вольников, ООО «СК Реставрация». Анатолий Николаевич Ворошилов, ООО «Авик». Владимир Геннадьевич Гаврилов, ООО «Авик». Ирина Игоревна Дятлова, Госэкспертиза Республики Хакасия. Олег Владимирович Зимин, ООО «Союз». Татьяна Гербертовна Зырянова, Минстрой Хакасии. Мария Сергеевна Карпенко, Минстрой Хакасии. Евгений Константинович Кинзинов, завод строительных материалов. Марат Сергеевич Комаров, ООО «Абаканская строительная компания». Минигуль Минибаевна Коношенко, завод строительных материалов. Лариса Александровна Котельникова, ООО «Сибюкстрой». Алексей Александрович Кубасов, мехколонна номер 8. Александр Иванович Кузьмин, мехколонна номер 8. Александр Иванович Логинов, ООО «Агат», город Красноярск.
Тимофеевич Магай, ООО «НБС Сибирь». Василий Игоревич Малышев, мехколонна номер 8. Александр Андреевич Мананков, Управление капитального строительства Республики Хакасия. Эдуард Владимирович Мацкевич, ООО ПМ ИК «Манжула». Михаил Сергеевич Николаев, НБС Сибирь. Дорогие друзья, общее фото на память. Награда найдет своего героя. Григор Ашотович Аганесян, ООО «Грантек». Давайте бурными аплодисментами проводим наших награжденных. Почетной грамоты Республики Хакасия. Продолжаем аплодировать тем людям, заслужившим эту награду. Мы не просто аплодируем вам, а благодарим вас за ваш труд, за ваш вклад, за то, что вы сегодня здесь. Вы именно те люди, на которых нужно равняться. Сегодня ваш день, и эти аплодисменты звучат в вашу честь. Почетная грамота Республики Хакасия награждается Юрий Викторович Шуныкайнен, ООО «Авик». Иван Евгеньевич Рыбков, ООО «Реконструкция», город Красноярск. Александр Николаевич Рябинин, ООО «НБС Сибирь». Татьяна Эдуардовна Самохвалова, ООО «Промстрой». Геннадий Николаевич Семенов, ООО «Авик». Валерий Аркадьевич Солдатенко, Ширинская сервисная компания. Олег Владимирович Солодухин, МШФ города Абакана. Надежда Владимировна Спирина, Минстрой Хакасии. Сергей Викторович Сельдяев, МЖФ города Абакана. Геннадий Петрович Сухарев, ООО «СП-19». Михаил Иванович Тимощенко, ООО «Сиблестрой Инвест», город Красноярск. Константин Юрьевич Тольский, ООО «Монолитстрой», город Красноярск. Евдокия Алексеевна Тюрпеева, МЖФ, город Абакан. Анатолий
Анатолий Максимович Угдыжеков, мехколонна номер 8. Алексей Николаевич Ультургашев, Абаканская строительная компания. Алексей Владимирович Филюшин, Минстрой Хакасии. Виктор Михайлович Чернюгов, мехколонна номер 8. Александр Валерьевич Покаянов, госэкспертиза Республики Хакасия. Владимир Николаевич Шикалов, ООО «Промстрой». Евгений Иванович Эллер, мехколонна номер 8. Леонид Араратович Арсенян, АРС «Строй», город Красноярск. Петр Георгиевич Блохин, ОСК «Новый город», город Красноярск. Александр Петрович Бугаев, АРС «Строй», город Красноярск. Эдуард Владимирович Иванов, информационный телевизионный центр Хакасия. Василий Иванович Симонов, Монолитстрой, город Красноярск. Андрей Андреевич Степанов, Управление капитального строительства Хакасии. Дорогие друзья, общая фотография и, конечно же, эти аплодисменты. Провожаем наших награжденных бурными аплодисментами. Спасибо большое, Виктор Михайлович. Давайте поаплодируем. Дорогие друзья, для всех строителей, для всех тех людей, кто, не покладая рук, трудился над восстановлением нашей республики, примите творческий номер. Ансамбль Хакасской филармонии «Кюксузы». Встречаем!
Дорогие друзья, мы видим, как меняется наш регион, как воплощаются уникальные проекты, современные школы, детские сады, лечебные учреждения, жилые комплексы, индивидуальные проекты для комфортного жилья. Жители Хакасии и других регионов России доверяют нашим строителям, вкладывая средства в долевое строительство. И это доверие выливается в сухую статистику, однозначно показывающую, что темпы ввода жилья растут и растут значительно. Чтобы было немножко понятнее, приведу сухую статистику. Организациями всех форм собственности и индивидуальными застройщиками за период с января по сентябрь введено в действие 113 848 квадратных метров жилья. В том числе индивидуального жилья построено почти 75 тысяч квадратных метров. Доля индивидуального жилья в общем вводе по республике составила 66%. Общий ввод в эксплуатацию жилых домов за 2014 год составил 261 437 квадратных метров, что составляет 129% по отношению к 2013 году. По динамике прироста ввода жилья Хакасия в 2014 году заняла первое место в Сибирском федеральном округе. И сделали это вы, сидящие в этом зале. Аплодисменты еще раз самим себе, дорогие друзья. И мы продолжаем. Для поздравления и церемонии награждения на сцену приглашается председатель Верховного Совета Республики Хакасия Владимир Николаевич Штыгашев. Но здесь есть микрофон, прекрасно. Дорогие друзья, светлый праздник отмечаем, именно светлый. Самая древняя профессия на Земле – это строитель. Старше этой профессии на планете Земля нет. Именно строители облагораживали нашу Землю, создавали удобства для жителей планеты на протяжении, как ученые говорят, последних 150 тысяч лет. Вот сколько строители работают. Я бы хотел сегодня еще раз искренне поблагодарить всех, кто участвовал в этом святом деле. Действительно, мы не случайно, ведь вчера прошел у нас День всенародного единства в России, праздник, новый праздник. Или возродили мы старый этот праздник. И вот это как раз показало наше единство всех без исключения. Здесь все переплелось. И разные представители разных национальностей, разных конфессий люди, и православные, и мусульмане, и католики, все участвовали вот в этом святом благородном деле. И мне бы хотелось сегодня действительно всех еще раз поблагодарить. И хотел бы отметить организаторскую роль правительства. Мы критикуем правительство, Верховный Совет тоже критикует. Вы не думайте, что там все у нас хорошо бывает, гладко. Критикуем мы тоже, отдельные министерства.
Но здесь, надо сказать, как единый организм работало. Все работали на одну цель. И надо сказать, что какие-то были неудачи, трудности, но в целом удалось выполнить колоссальную задачу. Я искренне горд за всех строителей. Вот раньше был в Красноярске трест «Культбытстрой», такой интересный, который музей реконструировал. А я работал тогда зампредом Красноярского краисполкома. Но это недавно было, лет, наверное, 25 или 30, уж я уже забыл, не помню. Но самое, что удивительно, вот этот трест всегда показывал образцы современной строительной технологии. Все. И когда я приехал в Копьево, в Орджоникидзевском районе, там красноярцы работали, оказывается, все выходцы из этого, вот скажем, они говорили Аббасовского главного управления, шутки такие были. И я был горд за строителей красноярцев, которые показали высочайший уровень строительства, организации дела и беспримерного строительного мужества. Это молодцы. И я думаю, что вот нам не грех поучиться у красноярцев, нашим строителям, наши тоже герои-строители, но кое-чему надо поучиться. И я думаю, это позволит нам действительно еще лучше организовывать всю эту работу, строить. И наши граждане заслужили, чтобы жить лучше и лучше. Я бы хотел еще раз поблагодарить правительство, глав городов, районов, которые все принимали участие. Я знаете, сейчас, кажется, прошло, у нас все служащие, от машинистки и секретарши в министерствах, и в Верховном Совете, и все остальные, и депутаты, выезжали примерно раз в 40 на субботники в эти погоревшие села. Колотили заборы. Вот у меня заместитель Комаров Сергей Владимирович, депутат Верховного Совета, он у меня 5 раз возглавлял. Я говорю: Сергей, я тебя досрочно на 5 дней из отпуска вызову, поскольку ты же 5 дней отдыхал в Узбире, колотил заборы. Считай, хороший отпуск провел, отдохнул. Шутки, но действительно никто не отказался. У нас примерно 6 тысяч наших служащих отработало на субботниках, в селах Бийского района, Устепоканского, Шаринского и на других территориях. В Багратском районе, в Орджоникидзевском работали. Спасибо всем. Это еще раз показало, что пока мы едины, мы непобедимы. А Виктор Михайлович сказал: пока мы едины, мы свернем горы. Это действительно так. И я думаю, что это повод как раз того, чтобы поблагодарить всех и сказать, что у нас впереди еще более грандиозные задачи. Не только ликвидировать последствия стихийных бедствий, но и строить уже на новом, совершенно другом уровне. И я думаю, что впереди нас ждут еще более интересные, грандиозные дела. Огромное всем спасибо, с праздником! А сейчас позвольте вручить ряд наград небольших от Верховного Совета. Пожалуйста. Почетное звание «Заслуженный строитель Республики Хакасия» присваивается главе Республики Хакасия, председателю правительства Республики Хакасия Виктору Михайловичу Зимину. Спасибо большое принятому решению председателя Верховного Совета, депутатов Верховного Совета, правительства Республики Хакасия. Поверьте, я перед этой должностью главой республики занимался строительством. И для меня это самая высокая награда. Я долго ждал, наконец дождался. Спасибо. Спасибо. Спасибо всем. Всем строителям. Вы не подумайте, что это в связи только с пожарами. Виктор уже с 30 с лишним лет строит. В районах Красноярского края, Республики Хакасии, за плечами десятки, многие десятки крупнейших объектов. Транспортного строительства, жилищного строительства, социально-культурного. И надо сказать, что он и сегодня, он может ругать всех, но почему-то строителей он как-то иногда защищает. Мы ведь тоже общаемся постоянно в этих делах. Ему огромное спасибо, конечно, как именно строителю. Он профессиональный строитель.
Так что мы не зря его наградили. Грамотой Верховного Совета Республики Хакасия награждается министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия Сергей Николаевич Новиков. Грамотой Верховного Совета Республики Хакасия награждается председатель Совета директоров ООО «Людвиг Инвест» Кузьмин Виктор Борисович. Благодарственным письмом Верховного Совета Республики Хакасия награждается инженер отдела труда ООО «АСК» Баганская строительная компания Юлия Петровна Кинякина. Благодарственным письмом Верховного Совета Республики Хакасия награждается водитель ООО «АСК» Александр Алексеевич Зотов. Спасибо вам, Владимир Николаевич. Дорогие друзья, ну а сейчас примите от нас еще один творческий подарок. Давайте встретим на этой сцене воспитанников детско-юношеской школы по танцевальному спорту. Сначала вот так, куда ты руки суешь, так от любой чувихи по зубам огребешь. А ну-ка с правой ноги держись прямее, давай, ногами шевели и рот не разевай. Свободнее вот так и два шага вперед, теперь неси пониже и поворот. Я люблю буги-буги, 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 я танцую буги-буги каждый день. Чтоб настоящим стилягой стать, нужно, приятель, нормально танцевать. Ты должен знать, что такое канадский стиль. Здесь все серьезно, здесь не только никоты. Есть атомный, еще есть гамбургский тройной. Попробуй научиться парить за окном. Ты любишь буги-буги, 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 ты танцуешь буги-буги каждый день. Это рок-н-ролл. Ты не должен различать темп, это лап-темпо. И если ты устанешь, то присядь, но ненадолго. Ты начал танцевать, чего сидеть без толку. Слышишь этот ритм, чуешь этот драйв, значит ты свободен в танце. Вот это мы любим буги-буги, мы любим буги-буги, мы любим буги-буги, мы любим буги-буги, мы танцуем буги-буги каждый день.
Дорогие друзья, вы знаете, в нашей республике особенно ценятся надежные партнерские отношения со всеми строительными организациями Хакасии. Вы строите дома для переселения из аварийного жилья. По кирпичику бережно возводите детские сады и школы. Вашими трудами созданы дамбы, защитившие в 2014 году Хакасию от небывалого паводка. Вашими руками восстановлены мосты и дороги. Вы реконструируете жилищно-коммунальное хозяйство, а значит даете нам свет, тепло и безопасность. Ваши возможности поистине не имеют границ. В день открытия Международного культурно-туристского форума «Сибирь-Ил-2015» в Хакасии состоялось знаковое событие. Гости и участники международного форума, жители и гости столицы Хакасии приняли участие в открытии центрального модуля Республиканского музейно-культурного центра и зала каменных изваяний. Прекрасная архитектура, воплощение в реальность идей создали благословенное место, гордость Хакасии, где будет представлена часть Золотого фонда историко-культурного наследия Российской Федерации и мировой культуры. Многие исследователи сравнивают по значимости и таинственности изваяния Хакасии с каменными великанами острова Пасхи, которые моложе сибирских памятников на 2500 лет. И для этих сокровищ вашими руками создается еще одно сокровище, достойное многих веков бытия. Сегодня, в День строителя, мы желаем вам всегда быть самой мастеровой и дружной командой. И кроме того, каждому по отдельности быть просто счастливым человеком. Низкий вам поклон за это, дорогие друзья, за ваш труд, за ваши руки. На сцену приглашается архиепископ Абаканский и Хакасский Иоаннафан. Дорогие друзья, сердечно поздравляю всех вас. Строить – это означает приводить в порядок, приводить в благочиние, строй и придавать красоту. Мы говорим «строить» – это означает собирать из многого одно. Кирпичей и других принадлежностей много, но здание одно. И вот хотелось бы продолжить тему о единстве. Мне хотелось бы, чтобы мы все трудности, все беды встречали бы едиными, сплоченными, когда нас Господь посетил на Пасху, а именно так в народе говорят, когда какая-то беда наступает, то это послужило к сплочению, к объединению всех людей для того, чтобы преодолеть последствия трагедии. И вам это в части строительной удалось сделать. Спасибо вам за это. И от лица простых людей, которые очень, конечно, переживали, радовались, я вас благодарю, низкий вам поклон. Хотелось бы, чтобы строители Хакасии были таким увесистым, крепким кирпичом в здании нашей любимой России. С праздником! Спасибо, владыка. Поздравления, на сцену приглашается министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия Сергей Николаевич Новиков. Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли, уважаемые коллеги, от имени Министерства строительства Республики Хакасия и от себя лично поздравляю вас с нашим профессиональным праздником, с Днем Строителя. У строителей и у органов исполнительной власти есть общая задача. Наша задача – делать жизнь наших граждан значительно лучше. Самое главное, когда мы эту задачу претворяем в жизнь, мы продвигаем вперед всю экономику Республики Хакасия. В этом году у нас значительные результаты по вводу жилья
как уже здесь говорилось, мы первые в Сибирском федеральном округе, у нас значительный прирост, и мы сдали столько, сколько не сдавали за последние 20 лет. Значительными темпами растет производство строительных материалов. За текущий год прирост составил 14%. Отдельно стоит отметить пожары. Данная ситуация показала, что строительное братство существует. Все строители без исключения выделили своих людей. Вы сами видели, что в период строительства многие строек действительно стояли, простаивали. К нам приехали наши коллеги, наши друзья из соседних регионов. Это из Красноярского края, из Республики Тыва, Новосибирской, Омской, Томской областей, даже из Москвы. За это, коллеги, вам отдельное спасибо. День строителя – это праздник многих профессий, из которых это и проектировщики, и бетонщики, и инженеры. Поэтому, коллеги, почетное звание строителя всегда будет занимать достойное место в обществе. Я хочу вам пожелать крепкого здоровья, новых интересных проектов и всех благ. С праздником! Спасибо, Сергей Николаевич. Еще один творческий подарок. На сцене хореографический ансамбль «Бейлис». It's a cold and crazy world that's raging outside. Baby, me and all my girls are bringing on the fire. Show a little leg, gotta shimmy your chest. It's a life, it's a style, it's a me, it's burlesque. Love, sex, ladies, no regrets.
Хореографический ансамбль «Бейс». Дорогие друзья, уважаемые строители, сегодня мы говорим с этой сцены вам огромное спасибо за ваш труд, за ту неоценимую, это даже сложно сказать, услугу, которую вы сделали для нашей республики, для тысяч ее жителей. Дорогие друзья, мы действительно хотим сказать вам спасибо за тот вклад, который вы привносите не просто в жизнь республики, а в жизнь каждого человека в нашей стране. За вашу теплоту и за вашу душевность. Еще раз вас всех с праздником! Если светит зорька ясная, значит будет день хорош. Куртки старой и громасляной на работу ты идешь, и в такое утро раннее шаг твой громкий будет всех. Нет на свете выше звания, чем рабочий человек. Корабли плывут под звездами, мирно высятся мосты. Это все не Богом создано, это сделал только ты. Ты построил эти здания и направил русло рек. Нет на свете выше звания, чем рабочий человек. Ты построил эти здания, направил русло рек. Нет на свете выше звания, чем рабочий человек. И любя родную сторону, так решил на свете жить, чтоб людское счастье поровну на планете разделить. Никакие испытания не сломят тебя вовек. Нет на свете выше звания, чем рабочий человек. Нет на свете выше звания, чем рабочий человек. С праздником! Олег Прокуратов, участник, дипломант и лауреат различных вокальных, городских, республиканских, всероссийских и международных конкурсов. Дорогие друзья, ну что ж, наша официальная торжественная часть завершена. Мы ждем вас на часть неофициальную. Пожалуйста, проходите в фойе. И напоминаю, что у нас работает фотозона, фотокабина. Не стесняйтесь, фотографируйтесь, оставляйте по поводу этого замечательного сегодняшнего события себе память.